час, друзья! Наш Илькян зовет вас к морю родной музыки. Салям, достар! Проект «Илькян Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дает ребятам возможность показать свое мастерство миллионам зрителей. В этом году на отборочный тур конкурса «Илькян» поступило 136 заявок со всей республики. В конкурсном туре свою программу будут исполнять только 47 музыкантов. В 4 номинациях – фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и народные инструменты. Беден жюри ин күренекле, ин абруйлы музыканттар. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, солист Московской государственной академической филармонии, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева. Шура Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор-музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан. Ярабя Малиитте. Номинация «Струнные инструменты». Да, самый интригующий момент. Пожелаем им хорошего настроения и удачи. Кто будет выбирать первым? Я. У меня 5. Я вторая. У меня 3. Я, наверное, больше не рада, потому что я хотела быть где-нибудь в середине. У меня 1. Теперь я хочу. Я думаю, что это счастливое число, потому что 10 июня у меня день рождения. 7. У меня 6. Я не очень рад тому, что мне выпало 6, потому что я бы хотел играть 7. Попробуй. Мне выпал номер 8. Ну что, вы рады своим номерам? Да. Конкурс «Илькян» дал огромный старт для многих музыкантов. Он дает начало для многих открытий. Он как взлетная полоса. Я уже стала лауреатом 1 степени, однако я вернулась, чтобы стать концертмейстером для моего младшего брата. Он скрипач. Как брат, конечно, бывают разные ситуации, но он очень жизнерадостный, он классный музыкант. Я надеюсь, что у него все получится. Пусть этот корабль принесет удачу моему младшему брату в этом телевизионном конкурсе «Илькян». Ну что, каким номером будешь выступать? Последний. Что? Ты что, я буду первым. Круто! Первые всегда смелые. Держи этот кораблик и плыви в путь музыки.
Амир, поздравляю тебя. Спасибо. Скажи, тебе нравится играть на скрипке? Да. Нравится произведение, которое ты исполняешь? Да. Это хорошо. Знаешь, вот начиная с самого первого произведения. Как называется? Майское солнышко. Правильно. А когда ты играешь, ты представляешь себе, о чем ты играешь? Да. Ты помнишь, какое солнце было нынче в мае? Да. Замечательное солнце, правда? Да. Яркое, красивое. А вот если бы ты спел это произведение, то как бы ты его пел? Весело. Весело пел бы? Да. Ты знаешь, я бы обратил внимание на некоторые детали. Ты бы, наверное, не пел та-та-та-та. А вот такого бы, наверное, не было, таких делений, да? Ты бы пел легато. Ла-ра-ти-та-та. Я тебе хочу сказать, за счет чего это достигается. Естественно, у нас это достигается за счет правой руки. Так? На то, какая она эластичная, какая она мягкая. От того, какие плавные мягкие переходы, будет зависеть то, насколько у тебя будут незаметны эти самые переходы. Обрати, пожалуйста, пристальное внимание на правую руку. И имея в виду, что у нас практически, наверное, только вот есть пару штрихов, где положение руки фиксированное, жесткое. Все остальное, что бы ты ни играл, мягко, плавно, либо это штрихи будут стаккато, да, это всегда будет рука расслабленная и мягкая. То есть сила только для того, чтобы держать смычок, чтобы он у тебя не выпал. Остальное все должно быть очень пластично и мягко. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Это очень важно. Правая рука у нас, она определяющая. И я бы тебе рекомендовал уже в левой руке вибрировать не только длинные ноты, скажем, но хотя бы уже восьмушки. Вот ты играешь ла с вибрацией, да? Ла-та-та-та-та. Ладно, хорошо, можно не вибрировать дальше. Та-та-ти-та. Восьмушки. Их, наверное, уже можно чуть-чуть придать, да, им? Краски с вибрацией. Вот. Но это все у тебя впереди. В целом неплохо. Поздравляю тебя еще раз. Молодец. Спасибо. Амир, я хочу просто поблагодарить после такого серьезного разговора о технике. Конечно, я не владею техникой исполнения на струнных инструментах, но я хочу поблагодарить тебя за выбор репертуара. Это инициатива, скорее всего, твоего педагога. Мне очень приятно, что сегодня в нашей конкурсной программе прозвучали произведения одного из моих любимых композиторов, Рафаила Касимова. И такая красивая, интересная музыка. Спасибо тебе, что ты ее сыграл. Значит, она живет. Потому что музыка, лежащая в нотах на столе, это не музыка. А ты сегодня нам ее сыграл. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Молодец, Амир. Я вот поддержу Викторию Анатольевну. Действительно, Рафаэль Касимов пишет очень светлую музыку. И ты ее очень светло сыграл сегодня, несмотря на небольшие ошибки, которые вот указали тебе. Я надеюсь, что ты в дальнейшем продолжишь совершенствовать свою игру, правильно? Учись, слушайся педагогов и мастерства тебе. Удачи! Спасибо. Большое спасибо концертмейстеру. Очень тонко, деликатно. Спасибо. Где-то мы с вами уже виделись. Да-да-да. Где-то мы вас видели. Ну, когда участвовала моя сестра Камила, я волновался и следил за конкурсами. Сейчас я рад, что я смог сыграть тут. Ну, дома мы достаточно часто музицируем, потому что я ему часто аккомпанирую, даже просто произведение или просто балуемся, играем. Но мне нравится то, что у нас с ней, с Камилой совпадают вкусы. Два музыканта в доме — это, конечно, нечто. Мы оба постоянно поем, это бедные наши соседи. Я желаю всем следующим участникам конкурса Евгена удачи. Я желаю, чтобы они сыграли хорошо, и пусть везде царит музыка. С детства, совершенно не то что давно, с очень далекого детства делала кораблики. Даниэла у нас замечательная девочка. Пришла она ко мне в детскую музыкальную школу номер 1 имени Наримана Сабитова в 6 лет. Вот уже 3 года, как мы с ней занимаемся. Очень старательная, активная, способная. Уже с 1-го года, конечно, обучения мы уже так поняли, что нам предстоят уже какие-то
концертные и конкурсные выступления, ну, к чему мы и начали готовиться. И вот последние 2 года у нас очень плодотворная такая творческая деятельность идет. Помимо музыки, конечно, Даниэла у нас увлекается много еще чем. Это и какие-то спортивные секции, и школьные мероприятия, олимпиады. Очень активная, очень... Вот и получился у нас кораблик. И выступает по вторым номерам. Давай вот сюда мы наденем. Желаю тебе, Даниэла, успешного, удачного, радостного, приятного выступления. И чтобы этот кораблик с счастливой циферкой номер 2 вел тебя в дальнейшем успешно в мир музыки и искусства в целом. Спасибо. Удачи! Молодец. Даниэла, спасибо большое. Поздравляю тебя.
Платьишко просто ослепительное. И играешь ты тоже хорошо. 2 пьесы, обе в форме вальса, но абсолютно разные по характеру. И ты, наверное, также чувствуешь их тоже по-разному, да, ведь? Как называется? Ну да, собственно, первая пьеса просто вальс, да? А ты когда-нибудь слушала песню «Арасэске»? Никогда не слушала? А знаешь, как переводится? «Желтый цветок». Послушай обязательно. Это очень красивые песни. Я думаю, что она тебе понравится, и ты тоже будешь ходить и напевать. А также будешь играть много других и башкирских пьес и произведений, в том числе обязательно. Дай Бог тебе самого всего хорошего и прекрасного. Спасибо. Даниэла, скажи, сколько ты занимаешься на скрипочке? 3 года. 3 годика, понятно. И сколько в день ты занимаешься часов на этом инструменте? 3-4 часа. Каждый день? Очень хорошо. Давай мы еще добавим 1 часок к занятиям, чтобы было 4-5. Это будет самое то. Чем ты еще увлекаешься, кроме скрипки? Я еще увлекаюсь спортом, плаванием. Плаванием? Замечательно. Хорошо, что не чем-то опасным для рук, а плавание помогает музыканту. Я вот тоже занимаюсь плаванием. Так что занимайся больше и удачи тебе. Хорошо, спасибо. Данила, поздравляю тебя с выступлением. Я бы хотела еще отметить, у тебя замечательный просто концертмейстер. Мы Гульнару Рамеевну каждый раз рады здесь видеть, и очень приятно вас слушать. И тебе очень повезло, потому что она потрясающе умеет слушать солиста и партнера по ансамблю. Вот. Она тебя так заметила, подхватывала, да, так подготавливала ко всем фразам. Вот тебе стоит вот этому у нее тоже поучиться, тому, как вот отвечать вот партнеру по музыке, слушать его, как обмениваться фразами, строить диалоги. То есть там же не только у тебя все время мелодия была, какие-то же фразы у фортепиано, у рояля тоже. Вот эти моменты старайся ухватить, вот раз тебе так повезло, что у тебя вот такой замечательный пианист. У тебя действительно очень приятный звук, и очень подходят, мне кажется, тебе эти произведения, вот, особенно вот этот «Желтый цветок». Вот. А тебе удачи. Надеемся увидеть тебя на больших сценах. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю. Конечно же, было, во-первых, очень страшно, но все-таки участие это для меня важнее. Ну, потому что дойти до такого, это уже вот так ответственно, а если победишь, то еще будет лучше. Ощущения были такие вот даже слегка приятные, то, что отыгрались, и можно уже переживать только за твое место. Я хочу, вернее, даже стать либо скрипачом, либо тренером, либо космонавтом. Скрипка очень особенный инструмент, туда попадает заниматься не каждый ученик, потому что ученик должен обладать абсолютным слухом. Я считаю, что детям очень нравится инструмент. Моя ученица занимается у меня 3-й год, вообще 4-й, но у меня 3-й. И я очень рада, что я смогла привить любовь к музыке, заинтересовать ребенка. Выбранное нами произведение башкирского композитора Салавата Низамединова очень понравилось и полюбилось Катей. Ей очень нравится исполнять, и сегодня на конкурсе мы исполним это произведение. Вспомнила, как соорудить корабль. Хочу подарить его своей ученице, пожелать удачи, чтобы этот корабль принес удачу, и отправить в музыкальное плавание. Здорово, у тебя 3-й номер. Катюша, я тебя поздравляю, дарю тебе этот корабль, этот парус, и отправляю в музыкальное плавание. Спасибо.
ж, поздравляю тебя. Спасибо за выступление. Ты знаешь, я пройдусь буквально по нескольким моментам основным, которые успел заметить в твоей игре. Ну, во-первых, это, наверное, вибрация. Как ты понимаешь, вибрация — это краски, это душа, это пение, это отношения. Так ведь? Да. Вибрация должна быть волнительной, она должна быть разной. Одинаковой она быть не может по определению, так ведь? Потому что музыка, она разная абсолютно, каждая нота разная. И я бы хотел посоветовать, я советую тебе настоятельно. Вот прямо сейчас возьми, пожалуйста, скрипочку в руки. И, не поднимая правую, вот просто провибрируй широко, плавно, крупно достаточно, самое главное. Чтобы это не было вот так вот, свободно. Вот примерно с такими ощущениями, что касается левой руки, да? Потом, можешь опустить. Что касается правой руки, на самом деле я тебе открою такой маленький секрет. Звукоизвлечение, оно, ну, наверное, постигается всю жизнь. У нас профессия такая. Постигается, меняется. То есть это так и должно быть. Это большой труд. Это абсолютно нормальные вещи. Но ты, наверное, замечаешь, что иногда звука не хватает немножко, а иногда раз и уже пережатый, так ведь? Собственно, вот этот баланс, как достигается? Это достигается путем каждодневных занятий открытыми струнами, так ведь? И именно, опять же, не смотреть в окно и ворон считать, а понимать, чувствовать, стараться, слышать, что у тебя там звучит, так ведь? Пам-пам-пам-пам. Это, я думаю, все знаешь. Вот. Обязательно у нас так уж заведено, что важно заниматься, именно понимая, что ты делаешь. Это важно, нужно. И я думаю, что твои занятия много в качественном отношении продвинутся вперед. Желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо. Можно я продолжу вашу тему? Это то, что касается понимания музыки. Вот сегодня нам раздали листы, в которых мы видим репертуар. И понимаем, что весь цвет башкирской профессиональной музыки Загир Исмагилов, Рафаил Касимов, Мусалим Валеев, Нариман Сабитов. И вот среди них прозвучало имя Салавата Низаметдинова. А скажи, пожалуйста, ты, Катя, что знаешь об этом композиторе? Не знаешь? В этом году исполняется такая памятная дата, 10 лет, как он ушел из жизни. Но он не был пожилым человеком, он не успел дожить до старости. Но есть то, что тебе, как человеку, исполняющему его произведение, хорошо бы знать. Он был незрячим композитором. И ему было очень трудно писать ноты. Он писал это с помощью других помощников. Но вот он написал такую мелодию, которая звучит и звучала при его жизни, и будет звучать еще очень-очень много лет, потому что она называется «Свет очей моих». И для человека, который не видит, это очень-очень ценно, очень важно. Поэтому ты действительно должна здесь каждый звук играть так, как будто это открытие, как будто ты увидела что-то, узнала, удивилась. То есть, когда ты берешься за какое-то произведение, ты должна понимать степень ответственности. Очень красивую музыку выбрала. Спасибо тебе большое. И успехов тебе на твоем нелегком пути. Спасибо. Молодец, Екатерина. Мне очень понравилось твое выступление. Именно тот репертуар, который ты выбрал, вот я поддержу Викторию Анатольевну. Это одна из самых популярных и самых красивейших песен. Это песня Салавата Низаметдинова. И мне показалось, что ты ее пела, хотя ты не знаешь слов, но я тебе рекомендую, чтобы еще проникнуть в эту музыку. Это красивая музыка. Послушать именно исполнение этой песни. Может быть, самой попеть ее. Очень красивая музыка. Но твое исполнение было близко, а ты в душе вот чувствуешь это. Так что спасибо тебе за это. Путь музыканта, он такой сложный, но я тебе желаю на этом пути удачи. Спасибо.
Поздравляем. Поздравляем. Ну, когда я играла, у меня, конечно, присутствовало небольшое волнение, потому что как бы мне непривычно было. Жюри как бы оценили это довольно-таки хорошо. Все-таки были какие-то замечания, но я к ним отнеслась нормально, потому что это для меня тоже большой опыт. Радмила в плане инструмента и наших уроков специальности, она очень отзывчивый человек. Все, что мы делаем на уроке, она сразу же выполняет в домашних заданиях, и на следующий урок уже приходит с готовым материалом. Работать с ней одно удовольствие. У нас идет полнейшее взаимопонимание. Часто выезжаем на конкурсы, на концерты. Она также всегда готова пойти навстречу, всегда соглашается везде принимать участие. У меня 4 номер. Поздравляю, Радмила, спасибо тебе за отзывчивость, за все наши уроки. Желаю тебе прекрасного выступления и удачи.
Радмила, поздравляю тебя. Спасибо. Как настроение? Отлично. Ты так внимательно разглядывала студию во время игры. Наверное, тебе здесь очень нравится. Яркие краски, правда? Все так красочно, все блестит. Ты бы хотела, чтобы у тебя в игре вот тоже все так блестело, сверкало? Да. Значит, наверное, много надо заниматься, да ведь? А чем заниматься? Конкретно. Что бы ты себе посоветовала? Ярче играть. Ярче играть? Ну, по факту, да. Ты знаешь, тебе знаком такой автор Шрадик? Да. Ты играла его упражнения? Да. Когда будешь заниматься, обрати, пожалуйста, внимание в левой руке. Я бы ее чуть тебе подсобрал. То есть чуть разболтанная такая вибрация, да? И пальцы, вот когда переходишь, то есть они у тебя один в эту сторону, другой в эту. То есть, к примеру, ре, ми, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре, да? Или, например, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Чтобы пальчики аккуратненько друг за другом вставали на гриф. Чтобы они не торчали в разные стороны, так ведь? Как отрезанная проволока. Вот. Что касается свободы рук, вроде тебе хорошо, свободно. Единственный еще момент, как себя чувствует левая рука? Не зажимается? Нет. Это, видимо, такая твоя особенность. Локоть в таком положении, как будто ты все играешь на соль-струне. Он у тебя чуть вот здесь. Вот. Вообще он, как, в естественном положении висит вот здесь. То есть ничего не надо специально придумывать. Вот смычок, вот левая рука. Ни туда, ни сюда, ни здесь, ни так. Понимаешь, да? То есть все должно быть естественно. Но если тебе удобно, возможно, это у тебя вот такая особенность. Успехов тебе, спасибо. Спасибо. Поздравляю тебя с выступлением. У меня вот тебе такой вопрос возник. Вот ты первую песню, которую ты играла, написала Нурдаутов. А ты знаешь, кто это? Что это за композитор? Белебеевский композитор. Из Белебея. Белебеевский. Я скорее спрашивала, наверное, то, что он известен у нас в республике. У него огромное количество песен, действительно популярных, действительно очень красивых, которые, может быть, иногда мы даже не знаем, что это он написал, но поем их, все любим. И даже вот такие какие-то инструментальные пьесы, которые у него есть, они тоже всегда немножко вот песенного характера. Вот это композитор, у которого душа поет всегда. И поэтому вот так, когда ты играешь пьесу, которая называется «Ноктюрн», во-первых, как переводится «ноктюрн», знаешь? Лирическая мелодия? Нет, это переводится как «ночная песня». То есть, видишь, вот песня, даже вот название вот пьесы уже заложено. Мне кажется, тебе можно было бы послушать вот эти песни, которые он написал, чтобы еще более выразительно и ярко, может быть, играть вот эти мелодии, которые он вкладывает в свои произведения. Вот. А полька мне очень понравилась, она была такая бодрая. Она изначально вообще это фортепианная пьеса, страшно неудобная, страшно коварная для пианиста. И мне понравилось больше ее слушать вот в таком варианте, потому что как-то я просто получила удовольствие, а не переживала, там, запутаются пальцы или нет. Вот. Тебе спасибо большое за это полученное удовольствие. Желаю тебе удачи. Спасибо. Скажи, пожалуйста, Радмила, а чем ты занимаешься, кроме скрипки? Вот, видишь, отметили твою бодрость в польке. Может быть, ты занимаешься каким-то спортом? Нет. Ты занимаешься только скрипкой? Да. Молодец. Какой класс у тебя? Я играю 2-й год на скрипке. Второй год? А что ты делала до этого? Тебе сейчас сколько? 33? А, 13. Что ты делала до этого? До этого ходила на танцы и все. Что еще раз? Ходила на танцы. На танцы. То есть ты не занималась музыкой? Нет. Ты сейчас играешь так после 2-го года обучения? Да. Ты молодец. Да. Занимайся и продолжай это дело. В таком же темпе. Да, в том же темпе. Мы тебя поздравляем. Да. Молодец. Второй год я не ожидал. Играть на скрипке я хотела с детского сада, но мама меня не хотела отдавать в музыкальную школу, потому что она сама играла на фортепиано, ей это не очень нравилось. А в 11 лет я сама захотела идти в музыкальную школу, ну и мама меня записала. Мне кажется, музыка помогает в духовном плане, потому что когда ты
занимаешься этим, ты как бы вдохновляешься, наслаждаешься своей игрой. Первый раз делаю такой красивый белый музыкальный кораблик. Вот, загибаем. Версавия закончила в этом году 2 класс, перешла успешно в 3. Вот, очень добрая девочка, отзывчивая, работоспособная. Часто выступаем на конкурсах, уже успели выступить, вот этот год был очень плодотворный. Также в масштабах музыкальной школы мы принимаем все городские концерты с участием Версавии, который играет на скрипочке. Дело в том, что это семья музыкальная. Папа играет на гитаре, мама играет, самостоятельно освоила фортепиано. И вот теперь задача, вот родители говорят, что надо освоить скрипочку, царицу музыки. Вот. То, что мы делаем с ней, даже никаких трудностей нету. Каждый урок проходит великолепно. Хотелось бы, чтобы она стала хорошей скрипачкой. Очень хотелось. Это у меня 5 номер. Вот, поздравляю тебя. Отличный номер. Давай мы его сейчас закрепим и отправим твой кораблик в плавание музыкальное. Музыкальное плавание. Я хочу тебе пожелать чистой интонации, хорошего текста, вибрации и, самое главное, удачи в игре. Мы не сразу сориентировались. Молодец. Версавия, правильно произношу твое имя? Да. Да. Очень красивое имя. А ты знаешь значение своего имени? Почему тебя так родители назвали? Можешь поделиться? Не знаешь? А меня вот данный вопрос очень заинтересовал. Я сразу начал гуглить. У тебя очень мощное имя. Ну, кому интересно, я думаю, также загуглит, посмотрит. Тем не менее, я бы хотел обратить внимание на твою игру. Скажи, пожалуйста, ты достаточно поканифолила смычок перед выходом? Да. Канифолила? Хорошо. Вот потому что звучит немножко так, как будто недоканифолен смычок. А означает, значит, раз он наканифолен, значит, ты недостаточно прикладываешь усилий, чтобы было больше звука.
Может быть такое? Да? Может быть. Скажи, пожалуйста, а вибрировать ты давно начала на скрипочке? Уже давно вибрируешь? А как ты думаешь, вибрировать нужно только длинные ноты? Только те, которые тянутся, да ведь? Остальные можно не вибрировать. Так? Смотри. Вибрировать желательно. Что такое вибрация? Это краски. Это то, что делает музыку живой. Ты слышала, как люди поют? Певцы оперные, да? Ну, знаешь, наверное, они же не поют а-ра-ра-ра, ла-ла-ла. Вибрация, так ведь? То же самое у нас. Вибрация — это неотъемлемая часть нашей игры. Вот. Поэтому обрати на это внимание. Вибрация, опять же, может быть разной, теплой, широкой, интенсивной. Вот. Позанимайся вибрацией очень хорошо. Поздравляю тебя, спасибо. Спасибо. Поздравляю тебя, Версавия. А можно спросить, сколько лет ты учишься, вот, осваиваешь инструмент? В моем инструменте Ну, я сколько- учусь 2 года. Ну, чувствуешь, что тебе нравится, и надеюсь, ты продолжишь обучаться этому искусству. Потому что скрипка... в тебе есть талант, определенно у тебя есть. Хочу тебе пожелать вот прислушиваться к педагогу своему, к тому, что говорят старшие, и развиваться в направлении музыки. Браво, молодец. Версавия, скажи, пожалуйста, а ты была на концерте Национального симфонического оркестра нашей республики? Ты что? Сколько оркестр раз приезжал в Кумертау в этом году? Ты ни разу не была? Когда я тебя слушала, мне подумалось, что ты, наверное, не очень много видела музыкантов, которые на сцене играют. Вот представляешь, когда сидит целый оркестр, и очень интересно музыку не только слушать, но и наблюдать за музыкантами, как они держат смычок, как они ведут мелодию, как они подчиняются жесту дирижера. Поэтому мне кажется, что тебе к твоим многочасовым занятиям дома одной нужно добавлять вот этот широкий мир музыки, концертную практику. Посмотри, как солирует первая скрипка в оркестре, как прекрасно на кларнете играет директор этого оркестра. Ну, в общем, у тебя впереди очень много интересного, если ты с этим не знакома. Давай расширяй свой музыкальный мир. А тебя поздравляю с участием в телевизионном конкурсе. Поздравляю. Вот так вот получается. Кораблик. Складываем его. Антон, он хороший очень ученик, он талантливый, он любит очень музыку, он стал очень расти в последнее время и делать успехи. И поэтому мы подумали о том, что не поучаствовать ли нам в конкурсе. Молодежи вообще свойственно, молодым детям, дух соперничества, дух соревновательности. И вот такой замечательный конкурс, как этот, мне кажется, он прививает не только вот соперничество и соревновательность, а еще и дружбу, и какое-то вот взаимовнимание, взаимопомощь какую-то. Мардан ответчик. Я буду 6-м. Очень хороший номер. Не самый первый, не самый последний, в середине. Очень хорошо, замечательно. Ну, желаю тебе удачи. Прежде всего, думать нужно во время игры только о музыке, ни о чем постороннем. И это принесет тебе удачу.
Антош, я поздравляю тебя. Спасибо за выступление. Замечательное выступление, замечательное произведение. Скажи, а как давно ты его играешь? Это произведение я играю, ну, вообще мы как бы это выучили за неделю. Так, хорошо. Но вот так, вот. То есть неделю назад ты первый раз увидел ноты? Да. Выучил его и вышел, сыграл? Да. Потрясающе. Отлично. Ну, ты знаешь, у меня слов нет, я немножко в шоке. Вот. Единственное, ты играл, а я слушал твою замечательную игру и вспоминал другого виолончелиста. Может, ты его знаешь? Антон Павловский. Да. И кто он? Он ученик? Ученик Марка Донатовича. Марка Донатовича. Антош, я тебе от всей души желаю, чтобы ты стал таким же известным, классным, замечательным виолончелистом. Спасибо. Успехов. Знаешь, вот ты напомнил про Антона Павловского. А мне так приятно, что твой педагог, выдающийся Марк Афанасьев, это мой первый педагог музыки. Я вообще виолончелист когда-то. Вот. Я был помладше тебя, мне было 5 лет и до 7 лет. Я играл на виолончели в классе Марка Донатовича в первой музыкальной школе. Такие приятные воспоминания. Антон, кстати, тогда тоже учился. Вот. Ну, уже, по-моему, не в школе, наверное, в десятилетке он в ССМШ учился. В общем, раз у тебя такая работоспособность, Антон, тогда давай так, чтобы в следующий раз ты подобного рода произведения учил не за неделю, а за 3 дня, и еще с наивысшим качеством звучания инструмента, хорошо? Чтобы звук был как у Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Ты знаешь, что такое Ростропович? Вот. Так что давай, чеши свою историю. Поздравляю тебя с замечательным выступлением. Да, действительно, за неделю сделать это, конечно, нужно, видимо, много терпения, усидчивости, причем терпения и твоего, и педагога в первую очередь, наверное, да? Вот, не знаю, я вообще больше всего из струнных инструментов, да простит меня Ильшат, все-таки люблю виолончель, потому что мне кажется, что она очень похожа на человеческий голос. И когда вот виолончелисты играют на этом инструменте, мне кажется, что вот как будто мне кто-то что-то рассказывает, кто-то что-то поет. Вот. Наверное, вот просто вот недели не хватило тебе. Хотелось бы, чтобы ты все-таки... У тебя же там была средняя часть, да? Она же отличалась все-таки по характеру. Ты как-то ее немножко в том же ключе продолжала играть. Вот хотелось бы, чтобы какое-то разнообразие все-таки было, поярче, чтобы они отличались друг от друга, чтобы это была полноценная история, которую ты рассказываешь. Вот. А так тебе, да, удачи, успехов, много-много занимайся, много часов. И прославляй имя своего педагога, как многие-многие его ученики. Удачи, поздравляю. Спасибо. Я решил участвовать на Ликане, потому что мне хотелось попробовать сыграть на конкурсе перед жюри и тоже быть одним из тех, кто будет играть на телевидении. Играть перед жюри было не то чтобы страшно, а интересно, что будет дальше, что они скажут. Если современные дети будут слушать классическую музыку, они смогут узнать, что было до них. То есть они смогут услышать музыку и дух тех времен. Я думаю, что я больше хочу играть в оркестре, как мои родители. Музыка и занятие музыкой – это такое необыкновенное явление. Оно может решить очень много вещей. Ну, например, в плане физиологии развиваются нейросенсорные связи в мозге, укрепляется память, координация движений. Это развивается какой-то вкус у ребенка и общая культура. Ну и, конечно, как любит говорить Владимир Спиваков, что занятия музыкой поднимают духовность. Поэтому, мне кажется, вот всем родителям важно, чтобы их дети занимались любым творчеством, не только музыкой, и спортом, чтобы развивались гармоничными и выросли хорошими людьми. Ну, я сама когда-то прошла
через музыкальную школу. Сначала не понимала, зачем мне это нужно. Вот. Но сейчас очень благодарна родителям, что они все-таки в какой-то момент меня удержали. И стараюсь, чтобы дочери помогать в этом, потому что мы и устаем, и бывает как-то капризничаем. Но основная цель, чтобы она поняла важность того, что нужно трудиться, нужно добиваться каких-то результатов. И самое важное – это ты учишься служить своему делу. И музыке, и людям, потому что ты в конечном счете играешь это для людей. Последние штрихи. Получился такой кораблик. 7 число. Ну, это твое счастливое число. Ты родилась 7 числа. Я думаю, что этот счастливый номер будет очень удачным. Я желаю тебе вспомнить все, что говорили тебе твои замечательные педагоги, и Майя Султановна, и Людмила Павловна, и Эльвира Робертовна, и максимально проявила себя. Добрый путь.
Розалия, поздравляю тебя. Спасибо. Хорошее выступление. Ты знаешь, больше всего, что хочется, что бросается в глаза и хочется исправить тут же. Переходы в левой руке со сменой позиций. Тебе, наверное, педагог уже говорил об этом, и почему-то не получается исправить, да? Да. А как ты думаешь, почему? Даже не знаю. Ну, смотри, у тебя очень хорошая правая рука. Она у тебя свободная, пластичная. Что тебе мешает, чтобы левая была такая же? Ты очень хорошо вибрируешь. А как только начинается переход, почему-то она у тебя сразу зажимается, скукоживается. Почему так происходит? Значит, просто нужно побольше обратить на это внимание и просто заниматься свободными переходами. Си, ре, си, ре, фа. Да? Да. Со струны на струну переходы, на одной струне и так далее. Понимаешь, дело в чем? У нас руки связаны. И несмотря на то, что у тебя очень хорошая правая рука, из-за того, что есть проблемы в левой, это, естественно, отражается на правой руке. Как это получается на выходе? Ты играешь аккорд. И, то есть, у тебя же правая рука, казалось бы, хорошая, но из-за того, что левая зажата, аккорд, соответственно, тоже становится зажатым. То есть, правая рука зажимается из-за левой. Понимаешь, да? Понимаю. И получается скрип и так далее. Поэтому, пожалуйста, первоочередное внимание обрати именно на это в своих занятиях. Хорошо? Поздравляю тебя. Спасибо. Я тоже поздравляю тебя, Розалия. Я думаю, ты обратишь внимание на то, что сказал Ильшат Дамирович. А мне в целом вот сегодняшнее твое выступление очень понравилось. Очень понравилось именно ваш номер. Вот, как вы звучите в ансамбле, работа концертмейстера. Спасибо вам. Такое вот сбалансированное, вот настоящая поэма, которую вы вдвоем рассказали нам. Это было очень красиво, очень трогательно. И я тебе желаю удачи и расти, заниматься, учиться. Спасибо. Молодец. Розалия, скажи, пожалуйста, ты была в своей жизни когда-нибудь на мастер-классах? Да. У кого? Ой, не помню, но это был онлайн-мастер-класс. А вот сейчас ты была живьем на мастер-классе, когда тебе первая скрипка НСО дала очень ценные советы. Твоя задача просто вот это все запомнить, сосредоточиться на этом. Ты выбрал очень красивое произведение. Я думаю, что это одно из украшений нашего конкурса, то, что мы можем такую музыку просто слушать, еще и в исполнении юных музыкантов. Так что у тебя все получилось, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Я с 4 лет начала заниматься скрипкой. Увидела просто на телевизоре, как играют, и захотелось тоже. И попросила Деда Мороза скрипку, и он мне принес. Башкирская музыка мне очень нравится. И чтобы хорошо играть на скрипке, надо знать технику, гаммы, этюды, разучивать всякие пьесы, тренировать память. И тогда все получится. Данель ко мне пришел в 6 годиков. В 6 годиков, и была проблема подобрать виолончель, потому что виолончель нужна была очень маленькая, даже восьмушка была ему большевата. И мы просто подобрали ему стульчик повыше, и под ноги подложили книжки, и стульчик был другой, поэтому как-то приспособились чуть-чуть. Вот таким образом он был очень интересный в плане начала, потому что был подбор такой сложный. Хотя сам певец он был, все время пел, и поэтому, наверное, он выбрал виолончель, потому что петь любил, видимо, везде. Первый класс вообще очень сложный, потому что там следишь за каждым пальцем, как поставить, как локоть поднять, как уши повернуть. То есть первый класс, он такой технический. А второй класс, вот как раз первый конкурс, он был «Юные таланты», где он взял первое место, и его это очень сильно окрылило, он стал свободнее, то есть уже за пальцами менее наблюдательный, от чего он получает все время нагоняя от нас, потому что уже за пальцами не следит. Вот. А мы хотим, чтобы не просто музыка лилась, а правильное было все. И постановка, и все движения были созвучны музыке. Ну, что у тебя? 8 номер.
На что он похож у тебя? На знак бесконечности. Ва, значит, бесконечно будем с тобой играть и бесконечно будем заниматься. Держи. Ой, Данель, я тебе желаю, чтобы ты на сцену выходил, не себя выносил, а музыку выносил на суд зрителям, жюри, чтобы твоя музыка, которую ты воспроизводишь, этих композиторов, она понравилась больше всех. Помни, что ты не себя выносишь, а музыку. Вот это самое главное. И все, что ты делаешь, легато, вибрато, это все подчинено именно музыке. Понятно? Ну что, Данель, вот мы и встретились. Угрожающе звучит. Да. Помнишь меня? Да. Помнишь, как обзывал дядя Ильшата? Да. Я тоже помню. Ну, сейчас мы тебе покажем.
Теперь ты у меня в гостях. Шучу. Молодец. Очень хорошее выступление. Вырос. Такой серьезный стал. Такой серьезный мужичок, виолончелист. Да. Скажи, мне вот понравилось, если честно, больше второе произведение детской пьесы. Наверное, больше ей занимался, да? Так получилось? Да. А сколько ты вообще учил эти пьесы? Как давно играешь? Ну, детскую пьесу я играл, ну, где-то 4 месяца назад. Так. А вторую, Тагитова, я играл где-то год назад. Год назад? Да. Наверное, немножко подзабыл уже, да? Ой, месяц назад. Месяц назад. Ну, или так. Да, вот это чувствуется, что еще не проникся до конца. А вообще нравится тебе музыка? Ну да. И композитора, наверное, ты тоже знаешь, да? Видишь, как здорово. Обрати внимание на переходы в правой руке. Иногда бывает чуть рисковато, да? Все-таки в медленной, когда музыка плавная, Да. должно быть, наверное, все более плавно, так ведь? Перетекать, без резких движений, переходов каких-то, скачков. Да ведь? Да. Желаю успехов, Данель. Спасибо. Спасибо. Данель, поздравляю тебя с выступлением. Скажи, пожалуйста, это твой первый конкурс или ты уже где-то участвовал до этого? Нет. У меня еще был конкурс «Юные таланты». Юные таланты. Как здорово. А ты только на виолончели играешь или что-то еще, где ты на чем-то играешь? Ну, фортепиано. Фортепиано. Дай угадаю, ты тоже участвуешь, наверное, на конкурсах, да? Да. Вот. А почему я спрашиваю? Потому что в игре слышно полифоническое мышление у человека. Не одноголосное. Ты очень хорошо слушаешь своего концертмейстера замечательного, Лейлу Кудусовну. И у вас вместе получается замечательный ансамбль. То есть ты играешь, знаешь, вот бывает иногда, кто-то играет очень хорошо, но слушает только себя. Да, Это тоже неинтересно бывает. А вот у тебя как-то так ты вроде как и солист, но при этом в замечательном ансамбле. Я тебе желаю удачи. Вот все, что сказал Ильшат Дамирович, действительно, если как-то поправите его с педагогом, будет, мне кажется, еще интереснее, еще лучше. Тебе самому даже легче будет играть. Удачи тебе и успехов. Спасибо. Действительно, я соглашусь с коллегами. Очень такое интересное выступление. Знаешь, мне лично, вот Ильшат сказал, что свои мысли, мне бы хотелось еще чуть ярче, чтобы ты себя посвободнее вел на сцене и все-таки поярче высекал звук из этой виолончели, потому что виолончель один из самых красивых по тембру, по звучанию инструментов. Хочется полновесного звука виолончели. Ты сколько в день часов занимаешься? Я 2, по выходным 3. Выходные 3. Надо еще на 2 это умножить все, чтобы было 4 и 6 часов. И тогда мы с тобой встретимся на большой сцене и будем с тобой много чего хорошего играть. Что? А жить-то когда? А жить никогда. Ты музыкант. Все, жизнь вся вот здесь, только в этих 4 струнах у тебя. Ты этому счастлив? Ты этому рад? Да. Вот, молодец. Данель, я хочу тебя тоже спросить. Это правда, что ты недавно играл с оркестром? Да. Да? А какое произведение ты там играл? Детскую пьесу. Детскую пьесу играл, да? А тебе понравилось с оркестром играть? Да. Ты хочешь повторить? Да. Тогда занимайся изо всех сил. И будет тебе оркестр. Поздравляю. Спасибо. У нас музыкальная семья. Мама у меня играет на балалайке, папа у меня дирижер. Когда родители музыканты, они очень строгие, требовательные. Концерты классической музыки я посещаю всегда. Мне нравится, как папа водит меня на репетиции, на концерты, как он дирижирует, как концерт звучит, как музыканты играют. Нам очень нравится скрипка. Кира очень музыкальная девочка. Но она с детства, когда еще очень совсем маленькая была, начала петь. Поняла, что у меня растет будущий музыкант. Я сама тоже закончила класс скрипки в свое время, музыкальную школу.
тоже очень люблю этот инструмент. Кира у нас учится в школе номер 1 музыкальной имени Наримана Сабитова. Наш педагог, прекрасный педагог Гуськова Вера Николаевна. Мы ее очень любим, ценим. Мы, как скрипачи, наверное, ребенку нужно окунуть в мир музыки, погрузиться, чаще посещать симфонические концерты, скрипичные конкурсы, потому что тут как бы и зрительный опыт нарабатывается, и восприятие слуха. У меня отличный кораблик получился. Волшебный. 9 номер, как здорово. Давай его ставь сюда, да? Чтобы он у тебя поплыл. Мы его на удачу ставим сюда, да? Так. Удачи. И почувствовать себя настоящим музыкантом на сцене. Вот. Удачи, дорогая. Спасибо. Кира, поздравляю тебя Спасибо. с хорошим выступлением. Дам тебе несколько советов, если ты позволишь. Знаешь, касаемо 4-го пальчика.
Ты всегда успеваешь контролировать, куда он у тебя попадет? Ну, да, наверное. Да? А вот мне кажется, нет, не всегда. А надо, чтобы всегда. Старайся, обрати на это внимание, хорошо? Потому что иногда бывает, один раз не попал, второй раз не попал. Уже надо насторожиться, думать, что делать в следующий раз, как же этого избежать. А особенно надо это стараться делать в домашних занятиях. Хорошо? Хорошо. Так, в целом, очень хорошее выступление. Ты давно играешь эти пьесы? Да. Ну, давно, да. Давно уже, да? А какая тебе больше нравится? Озеро. Озеро больше Озеро, нравится, да? первое. Ага. Ну да, но это чувствуется. Все-таки в капризнице хочется вот топнуть ножкой и сказать: не хочу, не буду. Смотрела мультик «Бременские музыканты»? Помнишь, там песенка самая «Короля и дочери»? Ничего я не хочу. И роялем по пальцам. На, крышкой. Но это, конечно, делать не надо. Спасибо, Кира, спасибо, поздравляю. Спасибо. Спасибо, Кира, молодец. Мне понравилось то, что ты вышла и так уверенно, прям как настоящая солистка Национального симфонического оркестра вышла, даже если ошиблась, ничего. Поэтому этот настрой надо сохранить и на будущее. А вот все технические вопросы, это надо с преподавателем, вот это надо уже отрабатывать. Если ты хочешь стать действительно большим, хорошим музыкантом, то надо трудиться и трудиться. Желаю тебе удачи в этом, у тебя все получится. Молодец. Спасибо. Кира, среди скрипачей и виолончелистов вы с Данелем самые юные участники. А всегда, когда бывает конкурс, то это отмечается, потому что в музыке количество лет, которые посвящены музыкальному инструменту, имеет очень большое значение. И то, что вы в таком возрасте не побоялись прийти на такой серьезный телевизионный конкурс, это вы большие молодцы. Поэтому продолжайте заниматься. Мы очень рады, что ты украсила наш концерт своим выступлением. Спасибо. Поздравляем. Я выбрала свой инструмент, потому что я поняла, что что он маленький, но очень красиво играет. В будущем я хочу играть в оркестре. Меня сюда позвали. И я подумала, что если я пройду этот конкурс, то я буду великой скрипачкой. Самира Арсланова – творческая девочка. Она занимается в школе по классу скрипки, очень старается, участвует во всех республиканских конкурсах и становится лауреаткой. Помимо этого, она еще занимается профессионально фигурным катанием и имеет первый спортивный разряд. Самира отличница и в школе, и в музыкальной, и в общеобразовательной. Мы очень рады, что у нас такая ученица. Но здесь, конечно же, большая помощь родителей, которые всегда поддерживают. И ребенок всегда на уроках внимательно слушает, старается выполнять задания и готовится ко всем урокам. Ну, Владимир, у меня номер 10. Замечательный номер, твое выступление обязательно запомнится. Давай поставим вместе. Пусть парус наполняет вдохновение. Удачи тебе, все получится. Спасибо.
Самир, молодец. Спасибо. Очень красивая пьеса. Очень красивая ты. Хорошо играешь, с отношения. Нет, правда. На самом деле, буквально пара нюансов относительно того, что чуть держишь головкой вниз инструмент, да? Попробуй, возьми в руки. Чуть приподними. Подними. Ты чувствуешь, как ты сама при этом выпрямляешься? То есть это, как говорится, одним выстрелом двух зайцев, да ведь? Следи за этим, это важно, хорошо? Не очень звучит, когда вот так вот играешь. И, в общем-то, это и неудобно, просто к этому привыкаешь, и уже становится как такая привычка не очень хорошая. И пьеса самой, наверное, нравится? Очень. Шикарная, да ведь? Очень тебе подходит по характеру. Я бы тебе еще посоветовал длинные нотки в этой пьесе, которые завершают, да, такие маленькие разделы, чуть подольше тяни. Вот прям вот, как будто не хочешь расставаться с этой красотой. Ти-ра-ра-ри, до конца, до конца, до конца, до конца. И ла-та-чи-та, да ведь? Ла-ра-чи-та-та-ра. Успехов тебе, спасибо. Спасибо. Добавлю, как приятно, когда деткам нравится произведение. Как ты искренне сказал, очень. Такое счастье для нас, взрослых музыкантов, слышать то, что тебе нравится музыка. Скажи, а что-то кроме скрипки? Или, может быть, ты скрипачей только слушаешь? Чем вообще ты в музыке увлекаешься? Ну... Может, ты оркестры любишь слушать? Да, ну, мне очень нравятся кантиленные пьесы. И когда скрипач вот один вообще играет... Сольный? Да, соло. сольно. Тоже очень нравится. А кого из скрипачей ты больше всего любишь, из исполнителей? Есть любимый кто-нибудь? Кто? Коган. Леонид Коган? Да. Какая ты молодец. Дело в том, что сейчас играет его потомок, скажем внук. так. Внук. Да. Даня Не Коган. смотришь, не следишь за конкурсом Чайковского? Ну да, я знаю, я видела, но то, что там есть Коган. краем Ну, глаза, да. мы думали, ну, как раз папа предположил мой, то, что это как раз вот связано что-то. Это его внук. Как раз сейчас они, скорее всего, участники конкурса Чайковского смотрят наш конкурс, я убежден. Следят за вами, скрипачами, как вы справляетесь. А вы следите за ними. Поэтому, видишь, здорово, когда два крупнейших конкурса проходят одновременно в России. Это счастье. Удачи тебе, успехов. Очень честное исполнение было, да? Прям чистенько, да, чистенько было в верхней тесситуре. Все, молодец. Спасибо. Успехов тебе. Самира, поздравляю. Вот мне очень, наверное, как и всем понравилось действительно твое выступление. Вот называется пьеса «Элегия». Да? Элегия — это всегда что-то такое очень меланхоличное. И мне кажется, ты стала таким проводником в мир, для каждого из нас свой, каких-то своих мыслей. То есть ты нас позвала в эту музыку, и мы с тобой вместе туда пошли, каждый со своими какими-то мыслями, с какими-то эмоциями своими. И вот, я не знаю, мне сейчас так хорошо после твоего исполнения. И за это тебе огромное спасибо, потому что бывает иногда слушаешь хорошее, например, выступление, но все равно как-то переживаешь, получится, не получится. Тут я вообще вот за это не переживала, я просто наслаждалась музыкой, которую ты нам сыграла просто от всего своего сердца. Тебе большой удачи и успехов. Мне кажется, тебя ждет очень хорошее будущее. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вообще, коллеги, я только секунду добавлю. Урал Идельбаев. Прям как башкирский Эннио Морриконе. Да, произведение было такое. Как Эннио Морриконе. Просто замечательно. Успехов и удачи. Молодец. Ну, конечно же, нюансы были. Без них невозможно. Но мне очень-очень понравилось. И жюри такое очень доброжелательное. И все такая атмосфера там стоит такая. Она обволакивает и успокаивает даже. Ну, когда я выхожу на сцену, и передо мной люди музыки, ну, конечно, чуть-чуть страшно, но этот страх такой сценический, он даже помогает играть, потому что он чуть-чуть собирает тебя. Вот я для своей любимой ученицы делаю кораблик,
чтобы мы на этом конкурсе играли хорошо. Моя ученица Валерия Нухова, она себя уже показала на первом же экзамене. Когда пришла на вступительный экзамен, она спела песню как оперная певица. И с первой минуты я поняла, что эта девочка моя, будущая конкурсантка. Очень общительная, любознательная. Она уже здесь нашла столько друзей, подружилась, уже и телефонами. Вот такая она у меня общительная, музыкальная. Выступает с удовольствием. И на уроки приходит тоже. Занимаемся с настроением, приходит с желанием. И чаще меня радует. Вот такая у меня девочка, ученица. Мы участвуем, на многих конкурсах участвовали, лауреатами становились. Как мы пришли на этот конкурс? Ну, хотелось, чтобы девочка получила общение с другими, чтобы видела, как другие играют, дети. Вот такой кораблик получился. Хаевна, у меня 11 номер, завершающий номер. Очень хорошо. Я рада, что ты будешь завершать наш конкурс. Тебе в добрый путь. Надеюсь, что ты, чем мы с тобой работали, да, в произведении, доведешь все, хорошо сыграешь, не подведешь и себя и меня. Желаю удачи, хорошего тебе выступления, яркого, завершающего. Хорошо? Спасибо. В добрый путь тебе. Спасибо. Валерия, молодец. Спасибо. Как дела? Как настроение? Волнительно я себя чувствую сейчас. Волнительно? Впервые на телевидении просто. Как тебе атмосфера? Все очень красочно, приятно для первого моего телешоу. Ты знаешь, мы вот с коллегами тоже обсуждали. Вы так рано сюда пришли, весь день ждали, чтобы вот так вот выйти, чтобы весь день волноваться, выйти, а момент выступления, он раз, как миг, правда? Ну вот такая вот у нас жизнь музыкантов, привыкай. Я очень надеюсь, что ты станешь блистательным музыкантом и очень верю, что приложишь все усилия для этого. Большое спасибо. Ну, подготовка к этому мигу – это и есть наша основная работа. То есть миг
то, к чему мы стремимся, а чтобы получить этот миг, мы должны работать и работать. Тебя ждет усердная работа, если ты собираешься стать профессиональным, хорошим музыкантом. Поэтому тебе, я думаю, еще расти и расти. За выступление сегодняшнее твое большое спасибо. Ты вывела редко исполняемый сейчас уже мелодию танец Камиля Рахимова, замечательного композитора. Да. Спасибо тебе за это огромное. Молодец, удачи. Спасибо большое. Лера, я поздравляю тебя и всех нас, что сегодня так благополучно сложился день, и ты так смело, так уверенно закончила. Просто, знаешь, это же важно, какой поставить в конце знак. Или точка, или многоточие, или восклицательный знак. Вот ты сегодня в нашем конкурсном дне поставила хороший такой восклицательный знак. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю смелости в достижении новых вершин. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Перед конкурсом надо готовиться месяцами, каждый день заниматься по 2-3 часа и пытаться выполнить все, что просит тебя педагог, чтобы добиться успеха. Я впервые перед камерой выступаю. Впервые мне будут показывать, в принципе, на канале. Я волновалась очень перед выступлением. Когда я вышла, я очень боялась совершить очень заметные ошибки. Наше жюри, как всегда, на позитиве. Откуда они находят столько окрыляющих слов? Рахмет уларга. Лобер Мактабл, Елькан телеконкурсы. Пора объявлять финалистов третьего телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Илькян». Антон Сергеев, виолончель, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Самира Арсланова, скрипка, детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова, город Уфа. Даниэль Давлетбаев, скрипка, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Молодцы, ребята! Впереди вас ждут яркие впечатления и новые друзья. У финалистов уникальная возможность. Они будут играть в сопровождении симфонического оркестра на большой сцене. Желаем всем счастливого плавания в море музыки и творчества. До новых встреч!